Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 12 октября 2020 года, на понедельник. Какой будет день сегодня у нас? Замечательный день. Карта старшего аркана суд. Кармические какие-то события происходят, очень важные. Что будет помогать, что будет мешать. Так, не буду пока доставать других карт, буду на цыганской колоде подсказывать. Итак, карта суда у нас выпадает. Это карта, связанная с Сатурном и Плутоном астрологически. То есть здесь события, которые не зависят от нас, которые уже сформированы по нашей судьбе и должны вот произойти. Да? Они могут происходить в городе, в стране. Это какие-то очень важные события, которые влияют на нашу жизнь, на нашу судьбу. А также это то, что происходит с нашими близкими, да, в нашей семье. Это тоже влияет на нас. И также карта, которая говорит о том, что мы сегодня получаем то, что заслужили. Вот если человек старался, вкладывался, учился, в общем, прилагал усилия, то сегодня это день награды, какое-то очень хорошее событие может произойти. Если же сегодня, допустим, день такой трудный, сложный, то это показатель того, что мы где-то не доделали, где-то сделали себе поблажку, и вот в чем именно проблемы, там мы и не дорабатываем. А также карта суд очень хорошая для того, чтобы исцеляться, да, если, допустим, кто-то болел. Очень хорошее время для того, чтобы налаживалась ситуация, когда у нас кризис в работе, в отношениях, где угодно. Да. Здесь у нас идет как бы возрождение, улучшение, переход на новый уровень. И также карта призвания, карта, когда мы наконец-то находим себя, когда мы можем себя проявить, сказать вот в полный голос то, что мы должны сказать. Да. То есть это карта, когда вот начинает проявляться все то, что долгое время как-то было заблокировано, скажем так, да. Что-то сегодня становится ясным, очевидным, душа оживает, нам становится легче, какие-то мечты начинают осуществляться, мы находим то, что давно искали, особенно внутри себя, да. Что будет помогать? Девятка жезлов. Будет помогать наш прошлый опыт, те люди, с которыми мы общались, те дела, которые мы совершили, да, вот в деятельности в нашей. В общем, все абсолютно, что в нашей жизни было до того, да, это будет нам в помощь. Также девятка жезлов – это у нас карта, связанная с какими-то нашими целями, планами, да, в которых мы, допустим, когда-то сомневались, да, вот сомневались, сможем мы или нет. Вот сегодня как раз будет такой день, когда вот ситуации, в которых мы сомневались, они как раз станут для нас ясными, да, и мы точно поймем, куда нам надо идти, куда не надо. И также карта, которая говорит о том, что сегодня лучше не делать, королева жезлов, не нужно сегодня быть упрямыми, не нужно сегодня настаивать на своем. Или, допустим, у вас были какие-то планы на сегодняшний день, а жизнь тут как-то вам что-то другое предлагает. Вот нужно, значит, быть гибкими и отказаться от того, что у вас было в планах, и воспринимать то, что дает жизнь. Что еще важно здесь по этой карте? Очень важно сегодня подумать о том, что далеко от вас. Да? Это люди, которые от вас далеко живут. Это удаленная работа, это удаленное обучение. В общем, то, что далеко, да, вот как-то это попробовать приблизить к себе. Давайте посмотрим отношения. Для тех, кто в поиске партнера, валет червовый. Вот как раз по судьбе вы можете встретить сегодня человека совершенно неожиданно для вас, но это будет человек заслуженный. Теперь те, кто уже в паре. Шестерка червовая. Замечательная тоже карта в сочетании с картой суд. Здесь будут какие-то перемены очень хорошие. Новый поворот в жизни для тех, кто в паре.
Это что может быть? Это может быть, наконец-то, примирение после ссоры, да, или нахождение какого-то компромисса, договорились, поняли друг друга. Если один из партнеров болел, выздоровление, если не было, допустим, денежек, не было работы у одного из партнеров, опять же, здесь нахождение работы. В общем, все проблемы, которые были, они, наконец-то, уходят и заменяются на новое, на светлое, на что-то, на хорошее. А также это карта будущего, и это карта будущего, да, которая сбывается, и это карта будущего. То есть здесь то, о чем вы долгое время мечтали, может наконец-то в жизнь приходить. Или, может быть, давно мечтали и забыли, а тут вот, например, такой подарок. А для тех, кто в ссоре, девятка червовая. Но здесь вы можете, скорее всего, в общем, поменяются ваши отношения кардинально. Либо вы расстанетесь окончательно, и здесь новый человек у вас, либо ваши отношения выйдут на новый уровень. То есть вы что-то поймете такое важное, да, вы и ваш партнер, что сможете теперь общаться совершенно по-новому. То есть вы как будто новые люди совершенно теперь. И ваши отношения теперь уже могут продолжаться на новой волне. Работа. Для тех, кто в поиске работы. Восьмерка пиковая. Но здесь, смотрите, либо работа, где много общения, где много людей постоянно через вас как бы протекают, да, это вот, допустим, кассир, да, в каком-нибудь супермаркете, постоянно через него какая-то толпа народу, да, проходит, через его руки, через его внимание. Может быть, какие-то сетевые компании или еще что-то такое, там, где вот много общаться нужно, или там на звонках, допустим, отвечать на звонки или наоборот звонить самим. В общем, что-то такое, когда очень-очень много касаний идет к человеку, да. Либо эта карта может говорить о том, что вам нужно очень многих сегодня пройти, да, то есть очень много, ко многим обратиться для того, чтобы найти свою работу. То есть здесь не получится вот один раз спросил и сразу нашел свою работу. Нет, нужно поискать, и это должно быть в достаточном количестве. У кого уже есть работа, дама пиковая, какие тут могут быть ситуации? Здесь ситуация исполнения какого-то желания. Если желали повышения зарплаты, может быть перевод в какую-то новую должность, может быть новая работа, может быть, в общем, все, о чем вы мечтали. Какая-то светлая полоса начинается, и если, допустим, в коллективе были какие-то сложные, натянутые отношения, здесь тоже исцеление идет, улучшение отношений. В общем, как-то все поворачивается в лучшую сторону. А для тех, кто своим делом зарабатывает, дама бубновая. Но здесь будет очень важная какая-то ситуация. Может быть, вы будете думать о том, чтобы начать новое направление какое-то, добавить, допустим, к тому, что уже есть, какое-то новое направление, которое вот вам очень подходит. Или, может быть, вы сегодня можете посредником быть в чьих-то проектах, в чьих-то делах, или, может быть, еще одним партнером. В общем, здесь вот действительно какой-то будет момент, когда будет много вариантов, много возможностей, а из всех нужно выбрать одну. Финансы. Для тех, кто на зарплате, король трефовый. Карта говорит о том, что пока непонятно, что будет с деньгами, да, и вы можете по этому поводу беспокоиться, можете думать, что как бы не получите того, что есть, но на самом деле это лишнее, да, это не стоит об этом думать, вы получите все, что заслужили, и карта говорит о том, что вот если вы вкладываетесь в деятельность, да, вот здесь только заслуженные деньги приходят. Вот если вы вкладываетесь, если вы думаете о компании, о тех, кто вот с компанией сотрудничает, да, то здесь деньги будут обязательно. Но будет какая-то ситуация, знаете, либо конфликта интересов, либо каких-то переживаний по поводу денег, либо вот вы будете бояться, что ситуация меняется и что будет с финансами непонятно. Вот карта говорит, не надо переживать, просто займитесь делом и все будет. А те, кто зарабатывают своим делом,
Десятка трефовая. Карта говорит о том, что для вас может быть какая-то сегодня очень-очень важная сделка, которая прям большие крупные денежки дает. Или, может быть, это новое направление, которое открывается сегодня, оно будет приносить хороший доход. Или, может быть, здесь какая-то поддержка идет от начальства, администрации, в общем, от людей, которые вот занимают какой-то пост государственный, да. В общем, все, что много, дорого, важно и желанно, да, вот все сегодня может приходить. То есть это вот прям денежная карта, финансовая удача. Здоровье, валет бубновый. Карта говорит о том, что сегодня нельзя позволять вмешиваться в ваши дела другим людям, потому что вы сегодня как бы психика нестабильна, вы можете как-то резко отреагировать, грубо ответить, и потом будете переживать, энергия будет уходить. А также эта карта может говорить о том, что вы можете сегодня как-то невнимательно отнестись к каким-то острым, режущим предметам, да, будьте осторожны сегодня, будьте осторожны на дороге, будьте осторожны со словами. Вот сегодня прям нужно быть очень таким миролюбивым, да, и стараться вообще ни в какие конфликты не вовлекаться. Ну и, конечно же, если это касается поездок на каком-то транспорте, автотранспорте, да, не нужно там соревноваться с кем-то или пытаться научить другого водителя, чтобы вот самим себе не сделать хуже. В конце дня у нас будет туз червовый. Замечательная карта, когда мы расслабляемся, когда у нас появляется какое-то, знаете, вот спокойное такое чувство уверенности в том, что нас любят, нас поддерживают. Знаете, вот интуиция может сегодня вечером что-то важное подсказать, нужно прислушиваться. И еще сегодня вечером от какой-то женщины вы можете получить какую-то важную информацию, которая вот действительно вам необходима. Или поддержку, да, или денежную какую-то поддержку, или моральную. Либо посоветоваться можете вот с какой-то женщиной, которую вы очень уважаете. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.